Теймураз Зурабович, здравствуйте. Вы достаточно подробно рассказывали о состоянии абхазской экономики полгода назад абхазскому государственному телевидению. Сегодня мы хотим подвести итоги и поговорить о том, что происходило в абхазской экономике в 2025 году. Каковы в уходящем году показатели экономического роста, в частности ВВП? Начну с небольшой предыстории. Отслеживание объема ВВП у нас осуществляется на постоянной основе. Эта работа ведется Государственным комитетом по статистике на основании данных отчетности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такая информация формируется, соответственно, по итогам годовой отчетности. То есть эти данные уже будут сформированы в 2026 году. Но есть динамика, которая сохраняется с 2022 года. Вот в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы у нас каждый год идет поэтапное повышение объема валового внутреннего продукта и других важнейших показателей социально-экономического развития нашей республики. Если говорить конкретно об объеме ВВП, по итогам 2024 года объем составил 90 миллиардов рублей. Для сравнения, фактический показатель за 2022 год составлял порядка 55, то есть у нас увеличение порядка 60% за указанный период времени. И эта тенденция сохраняется ежегодно. То есть есть основания уже предварительно говорить о том, что у нас показатели по итогам 2025 года однозначно будут превышать данные за 2024 год. Более подробно об этом уже можно будет судить в начале 2026 года. Но для сравнения, плановые показатели в госпрограмме 22-25, фактические показатели в среднем в 2-3 раза превышают плановые показатели. Какая отрасль в уходящем году показала лучшие результаты, лучшую динамику? За счет чего это удалось достигнуть? Ну, у нас, скажем так, традиционно на первом месте отрасль сфера торговли. Связано это с тем, что у нас огромное количество предприятий функционирует в сфере оптовой и розничной торговли, в том числе занимаются реализацией и национальной продукции, и импортируемой из других стран, в первую очередь из Российской Федерации. Поэтому торговля, безусловно, у нас сохраняется на первом месте, но стабильно в, скажем так, пятерку крупнейших по объему оборотов входят такие отрасли, как туризм, транспортная сфера. Это то, что касается внешнеэкономических связей, торговли. Как развиваются торговые отношения с другими странами, в частности, с Российской Федерацией? Российская Федерация всегда была и остается нашим главным внешнеторговым партнером. Объем внешнеторгового оборота с Российской Федерацией стабильно превышает 70% от общего объема торговли. На втором месте стабильно находится Турецкая Республика и дальше уже такие страны, как Китай, продукция которых приобретается и импортируется на территорию Республики Абхазия. То есть тенденция, что Россия на первом месте, сохраняется, и это связано не просто с географией, это связано с тем, какие товары мы приобретаем в Российской Федерации и какие товары мы, в свою очередь, экспортируем. Потому что у нас главными получателями абхазской продукции являются Российская Федерация и Турция. Вот в сравнении с прошлым годом, если сравнивать с прошлым годом, в этом году больше и рост или одинаково? Не, объем ежегодно прирастает, у нас происходят некоторые колебания, то есть одна позиция может упасть, другая вырасти. Но надо еще учитывать, что в большинстве стран, в той же Российской Федерации, объем внешнеторгового оборота исчисляется не в рублях, а в евро. В Республике Абхазия, например, в российских рублях. То есть надо еще учитывать курсовые разницы, которые позволяют сравнивать объем внешнеторгового оборота. Но однозначно наблюдаем прирост по сравнению с 2024 годом. О малом и среднем бизнесе хочу поговорить. Малый и средний бизнес – это движущая сила экономического роста.
Что было сделано в этом году при их поддержке и вообще как поддерживается малый и средний бизнес в нашей стране? Ну, для начала скажу, что у нас с 24 года велась подготовка законопроекта, который должен определить, что же такое малое и среднее предпринимательство, задать критерии отнесения к этой категории, определить механизмы, которые могут и должны использовать государственные органы для предоставления поддержки таким субъектам. В настоящее время законопроект частично нашей редакции и значительно доработанный представителями Народного собрания, рассматривается в профильном комитете. Мы ведем плотную работу по согласованию редакции этого законопроекта и ожидаем, что в течение 2026 года он уже появится на свет. А то, что касается мер государственной поддержки, у нас с 2022 года реализуются такие мероприятия. Конкретно Министерство экономики каждый год реализует программу поддержки малого и среднего предпринимательства, утверждаемую Кабинетом министров. В текущем году общий объем финансирования, определенный на эти цели, составлял 326 миллионов рублей, из которых 200 миллионов рублей средства собственной Республики Абхазия, 126 миллионов рублей средства, доведенные российской стороной в рамках финансовой помощи. Реализация программ в текущем году уже на самой-самой завершающей стадии. У нас практически все участники программы просубсидированы, а остается вот буквально работы на последние несколько дней уходящего года. И данные меры направлены на оказание поддержки в части приобретения оборудования в первую очередь. То есть небольшое предприятие, это может быть семейное, может быть один человек там работает, или с наемной рабочей силой, занимается небольшим производством или оказанием услуг в небольших масштабах, ему необходимо дополнительное оборудование. При условии подачи необходимого пакета документов заявка рассматривается межведомственной комиссией, и в случае принятия решения об одобрении этого инвестиционного проекта, соответственно, предоставляется субсидия из бюджета Республики Абхазия. Вот такая работа сейчас уже завершается. В будущем от реализации этих программ мы ожидаем увеличения объема выручки, увеличения количества рабочих мест. Также у нас в текущем году значительный приоритет в самой программе отдавался развитию восточных районов. То есть у нас при подаче заявки, в зависимости от того, в каком районе планируется реализовываться проект, различное количество баллов предоставлялось этой заявке, что, соответственно, влияло на возможность попаданий в список участников программы. Максимальные баллы предоставлялись проектам, реализуемым в Творчальском, Очимчирском и Гальском районах. Следующие по приоритету были Кульрипский, Сухумский и Гудаутский район, но Гудаутский за исключением нового Афона. И наименьший приоритет отдавался новому Афону, Гагарскому району и городу Сухум. Если привести в примерах, какие проекты, допустим, крупные прямо при поддержке организованы в Тхварчалском районе, если брать? Ну, их сложно назвать крупными, потому что в программой предусмотрен лимит финансирования на одного заявителя, который составлял 1 миллион 800 тысяч рублей. То есть это изначально именно малые проекты. Другое дело, если говорить о районах, например, конкретно в Тхварчальском районе были предоставлены субсидии на реализацию нескольких проектов в сфере туризма. Это создание или увеличение объемов малых средств размещения. Как правило, это либо доукомплектование объекта, который был почти введен в эксплуатацию необходимым оборудованием, либо субсидирование приобретения небольших домокомплектов, которые можно приравнять к одному гостиничному номеру. Но это дало свои результаты, показало, Да, да? на текущий момент уже часть объектов стоит, часть пока на этапе строительства, либо закупа оборудования, но эта работа ведется. И среди ожидаемых результатов это увеличение койко-мест в Творчальском районе, соответственно, возможность привлечения большего количества туристов, которые, как вы знаете, в последние годы стали интересоваться районом Акармары, водопадами, в принципе, историей Творчала и Творчальского района. Это в основном развитие горного туризма в восточной части Да, Абхазии. большая часть заявок как раз подавалась не по городу, а по возвышенной части.
А что планируется еще? Вот вы сказали, подаются заявки, да? Может, кроме туристических еще какие-то другие проекты? Да, были заявки, например, в сфере общественного питания, небольшие объекты, которые у нас отнесены по кодам АКВЭД промышленности, то есть это производство полуфабрикатов в пищевой промышленности или производство готовой продукции. Были проекты по производству вареников и их заморозки для последующей продажи в магазинах. Вот именно такие небольшие. Мураз Зурабович, мы с вами находимся в международном аэропорту, который впервые за 33 года заработал. В этом году из воздушной Сухумской гавани были первые полеты. Расскажите, пожалуйста, как этот большой проект повлиял на экономическое развитие Абхазии, чего удалось достигнуть? Ну, давайте начнем с некоторых цифр. Значит, работа в этом направлении началась в 2023 году подписанием межправительственного соглашения, в рамках которого впоследствии уже был определен инвестор, российское юридическое лицо, которое и сегодня реализует этот проект и является эксплуатантом данного объекта. Международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба начал принимать регулярные рейсы 1 мая текущего года. За прошедший период принял и отправил порядка 120 тысяч пассажиров. Время в полете составляет либо столько же, либо часто даже меньше времени занимает, чем перелет от Москвы до Сочи. Естественно, Москва является основным направлением перелетов. Это все говорит о повышении транспортной доступности Республики Абхазия и, в первую очередь, для наших гостей-туристов. Соответственно, человеку не нужно тратить много времени на перемещение от аэропорта Сочи до объекта, где он планирует отдохнуть, до гостиницы. И расположение аэропорта в Гулерипском районе, вблизи города Сухум, вблизи Ачимчирского района, Творчальского, Гальского, говорит однозначно о том, что людям стало намного удобнее добираться до восточной части Абхазии. Соответственно, последние 2 года, вот как начались работы, мы наблюдаем повышение инвестиционной активности в Гулерипском, Ачимчирском районах. Все эти действия направлены на повышение Республики Абхазия и восточной ее части для туристов. Конкретно в цифрах результаты, которых мы добились от запуска авиасообщения, можно будет оценить после того, как мы выйдем на полную проектную мощность, но уже сейчас можно говорить о том, что в летний период у нас была очень высокая загрузка, и что еще показательнее, вот в настоящее время у нас 2 прилета и 2 вылета между аэропортом Сухум и Москвой, и рейсы осуществляются на небольших воздушных судах, что также отражается на стоимости перелета. Но, тем не менее, воздушные суда летают с полной загрузкой. Это говорит о том, что наше направление и перелеты между Абхазией и Россией очень востребованы. Мы ведем переговоры с авиаперевозчиками по поводу увеличения количества полетов по существующим направлениям, по увеличению количества направлений, куда будут летать самолеты из Абхазии. И это все должно вылиться в ряде показателей, которые уже достигнуты. Это увеличение количества рабочих мест конкретно здесь на объекте, увеличение количества туристов, которые пользуются данным видом транспорта, соответственно, к пункту пропуска ПСОУ, к железнодорожной абхазской инфраструктуре добавился еще один способ переезда. Он быстрее, он часто дешевле. Соответственно, поездка в Республику Абхазия для туриста становится намного интереснее, чем это было раньше. Самолеты летают в Москву, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск. Вы сказали, что и с другими городами ведутся переговоры. В частности, еще в какие города планируются вылеты, леты? С кем ведутся переговоры? Псков, Уфа. Вот в период зимних праздников у нас ожидаются несколько рейсов с Пермью. В принципе, прорабатываются все направления, где есть международные аэропорты на территории Российской Федерации. А вот количество рабочих мест, что касается рабочих мест, примерно сколько граждан трудоустроены сюда за этот период, и требуются здесь еще люди? На текущий момент персонал аэропорта составляет свыше 300 человек.
Есть отдельные специальности, по которым в Республике Абхазия нет достаточного количества специалистов. Мы ведем параллельно работу с нашими российскими коллегами. Министерство просвещения Республики Абхазия активно с российскими ведомствами прорабатывает возможности обучения граждан Республики Абхазия таким дефицитным специальностям для того, чтобы максимальное количество, в том числе высококвалифицированных специалистов, которые работают в аэропорту, были бы гражданами Республики Абхазия. Еще летом здесь шли строительные работы. И вот сейчас мы видим здесь здание. Когда завершится полностью строительство этого объекта, чего уже удалось здесь достигнуть в плане строительном? Ну, на текущий этап, завершены работы по обустройству рабочих мест для государственных контрольных органов и сотрудников аэропорта. Выстроено здание входного контроля, вот у вас за спиной находится. У меня за спиной два терминала. Вот первый — это вылет, и рядом неподалеку с нами терминал прилет, который обеспечивает должный уровень комфорта для людей, соответственно, прибывающих в Республику Абхазия, либо вылетающих отсюда в Российскую Федерацию, которые должны получить либо сдать багаж, пройти контрольные процедуры, таможенные формальности, контроль со стороны пограничного управления Республики Абхазия. Помимо этого, вот совсем рядом с нами расположено здание исторического терминала, которое изначально являлось первым зданием аэровокзала. Работы на этом объекте планируется завершить 1 июля 2026 года. Поговорим об инвестициях. Какие меры предпринимаются для привлечения иностранных и внутренних инвесторов в стране? Это ведь тоже влияет на экономическое развитие республики. Ну, у нас на текущий момент с Российской Федерацией действует ряд соглашений. Это соглашение 2009 года о взаимном поощрении и защите инвестиций, соглашение о взаимном признании решений судов по экономическим спорам, соглашение об избежании двойного налогообложения, наше национальное законодательство, закон об инвестиционной деятельности, совокупность этих документов позволяет создавать для инвесторов и иностранных, и, самое главное, местных льготные условия. Льготы распространяются в отношении налога на прибыль, налога на имущество. По соглашению об избежании двойного налогообложения это меры, направленные на привлечение именно иностранных инвесторов. То есть в случае, если например, дивиденды от предприятия, расположенного на территории Республики Абхазия, должны быть выплачены иностранному инвестору, который является одним из участников этого предприятия. После уплаты налогов на территории Республики Абхазия он не будет оплачивать такие же налоги на территории Российской Федерации. Это повышает привлекательность Республики Абхазия для инвестиций со стороны российских инвесторов. Вот если в примерах поговорим о крупных инвестиционных проектах, которые реализованы на территории республики в уходящем году и в другие годы, какие результаты? Ну, в первую очередь я бы выделил проекты, которые реализовывались с 2023 года в рамках льготного финансирования. Эти проекты направлены на создание порядка 450 рабочих мест. Они расположены в разных районах Республики Абхазия. Это и Гагрский район, Ачимчирский, Гулерипский, Гудаутский. Реализовывались они с привлечением льготного финансирования, полученного от российских кредитных институтов. Аналогичная программа у нас предполагается к продлению на период 26-30 годы. Показывает очень высокие результаты. На текущий момент, по сути, это является единственным механизмом предоставления предприятиям, как действующим, так и новым, доступа к длинным и относительно дешевым деньгам для реализации крупных проектов. В будущем году какие планы, что планируется в будущем году сделать для экономического роста страны? Ну, давайте тогда начнем с той же программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Согласно поручению Бадра Зурабовича, Министерством финансов проект бюджета Республики Абхазия на 2026 год был заложен объем финансирования таких мероприятий 250 миллионов рублей. Аналогичную сумму в рамках финансовой помощи мы планируем в 2026 году получить от Российской Федерации. Соответственно, общий объем
средств для реализации таких мер поддержки составит 500 миллионов рублей. В рамках этих 500 миллионов рублей планируется реализовать мероприятия, аналогичные текущему году, и помимо этого еще реализовать поддержку экспортоориентированных производителей. То есть у нас есть пока довольно-таки небольшое количество производителей, которые могут реализовать свою продукцию на территории Российской Федерации, получили соответствующую разрешительную документацию в абхазских контрольных органах, в российских органах, в том числе в небольших объемах экспортируют ее. И в настоящее время вот такие предприятия тоже планируем поддержать, и в части их участия, и, скажем так, рекламы их продукции на российских выставках. Возможно, это сейчас прорабатывается, поддержки в части расходов на транспортировку товаров в Российскую Федерацию и обязательно в части проведения контрольных процедур как на территории Абхазии, так и контрольных процедур, проводимых российскими органами в отношении такой продукции. Также о мерах поддержки инвестиционной деятельности в будущем. Как вы знаете, у нас с определенной периодичностью реализуется программа льготного финансирования с привлечением средств российских кредитных институтов. В рамках этих программ создаются крупные объекты на территории Республики Абхазия. Реализацией инвестиционных проектов занимаются абхазские юридические лица. В рамках проекта государственной программы социально-экономического развития на 26-30 годы погружены мероприятия, связанные с реализацией таких мероприятий, начиная с 2026 года. Предполагается реализация ряда проектов, обсуждается приоритизация в сферах сельского хозяйства, туризма и растениеводства. Возможно, также будет направление промышленности. То есть этот документ сейчас находится в проработке совместно с коллегами из Минэкономразвития России. То есть это будут крупные проекты, Да, большие? это именно крупные. Да. Один из проектов какой-нибудь можете назвать? Ну, по примеру, вот проекты, которые были реализованы в период с 2022 года, у нас было предоставлено 9 кредитов, из них 4 гостиницы, 3 промышленных объекта, 1 логистический центр. В совокупности эти инвестиционные проекты создают порядка 450 рабочих мест в Республике Абхазия. Многие из них нацелены на освоение как внутреннего рынка, то есть будет происходить импортозамещение, так и на освоение зарубежных рынков, в первую очередь рынка Российской Федерации. То есть это будет однозначно приводить к увеличению объема экспорта абхазской промышленной продукции. Таковы были показатели абхазской экономики в уходящем году. Теймураз Зурабович, спасибо вам большое за интервью. Большое спасибо, что пригласили.